Привет, Тахир. Я очень рад, что ты вышел со мной на видеосвязь. Мне было бы интересно тебе, как лидеру штаба татарской молодежи, задать пару вопросов. Начнем с такого. Почему так часто публикуется контент с Алиной Загитовой? Я приветствую тебя, Данис, приветствую твой славный город Чебоксары. Также хочу поприветствовать всю аудиторию штаба татарской молодежи. Нам очень приятно, что вы пишете нам в директ, и мы с нашей командой по возможности стараемся всем отвечать. И один из самых популярных вопросов в последнее время был связан с Алиной Загитовой. И спрашивали о том, почему мы часто публикуем Алину. На самом деле здесь все очень просто. Алина находится в таком хайпе, о ней постоянно пишут, она постоянно в информационной повестке, а, поэтому мы публикуем ее. А еще, конечно же, она татарка, мы, так как именно татарская молодежная организация, мы как раз и продвигаем идею поддержки татарской среды. Она для многих сейчас настоящий кумир, и я считаю, что таких людей именно в татарском мире должно быть больше. Она к 18 годам достигла всех мировых титулов в фигурном катании. Это вообще второй человек в мире, кто в фигурном катании этого сумел достичь. Вот смотри, ты и Алина родом с Ижевска. Виделись ли вы там когда-нибудь? Вот, прокомментируй, пожалуйста. Да, на самом деле мы с Алиной из одного города, из отличного города Ижевска. А, но мы росли и проводили свою, так скажем, юность вообще в разные периоды. Она намного меня младше, она 2002 года рождения. И как только она родилась, в раннем возрасте они с семьей переезжают, если я не ошибаюсь, в город Альметьевск. Это было связано с профессиональной деятельностью ее папы. Затем они вернулись, она была все такой же юной, она начала заниматься фигурным катанием, и в 2015 году они с семьей переезжают в город Москву. Ей тогда, на заметку, было всего 13 лет, поэтому мы не могли никак и не общаться, и не видеться. Я думаю, здесь все понятно. А я в 2016 году сам переехал из Ижевска в Казань, если это кому-то интересно. Поэтому, здесь все довольно понятно. Нет, мы никак не могли с ней видеться. Ну, слушай, Тахир, третий вопрос. Все-таки, откуда родился слух, что вас что-то может связывать? Но опять же, да, как я уже говорил, то, что мы с одного города, и это уже может как-то саккумулировать этот вопрос, знакомы ли, так как вы там с Ижевска, расскажите. Но слух сам, наверное, начался после того, как мы сами начали хайпить, как штаб татарской молодежи начал развиваться очень стремительными шагами. Я напомню, что мы всего лишь весной того года начали свое движение, и мы очень быстро, мы были вообще самой быстро растущей татарской молодежной организацией. О нас начали писать, мы проводили нашу презентацию, мы занимались благотворительностью, и о нас постоянно писали газеты. Потом узнали то, что я с Ижевска, ко мне из СМИ очень много вопросов было, знакомы ли с Алиной. А потом мы еще начали публиковать различный материал, контент, связанный с Алиной. И тогда действительно у многих были вопросы, связывает нас что-то или нет. Но тогда нас, конечно же, ничего связывать не могло. Просто так получилось, что так получилось. Ты большой молодец, грамотно уходишь от вопроса.
Но все-таки, что между лидером татарской молодежи и олимпийской чемпионкой? Ну вот, действительно, между нами ничего быть не могло, и ну, к большому разочарованию для многих, возможно, да, нас ничто не связывает, кроме тех фактов, которые я уже озвучил. Единственное, да, мы действительно пытались связаться с Алиной Загитовой через ее родителей, для того, чтобы пригласить ее на чаепитие в штаб Татар Москвы. Почему именно в штаб Татар Москвы? Наверное, это, ну, такой главный татарский символ в столице России. То место, куда стекаются татары, наверное, со всего мира для того, чтобы обрести какие-то знакомства, чтобы хорошо провести время. И там действительно занимаются татарскими традициями, языком и культурой, поддержкой. Нам очень символично было там это провести. К большому разочарованию, к большому сожалению, такую встречу на данный момент провести не удалось, но мы над этим будем продолжать работать, и Алла Берса в какое-то ближайшее время получится провести эту встречу, потому что вся команда штаба татарской молодежи и вообще весь татарский мир Москвы и хочет, ну, и взять интервью у Алины, и вообще познакомиться, посидеть, попить чаю, как мы любим. Уважаемые друзья, какой-то супер информации все-таки я не выбил, но мне кажется, что тут все не так, как говорит Тахир, но тем не менее, спасибо тебе большое, что вышел со мной на связь, ответил на мои вопросы, было очень круто, спасибо тебе. Ну, спасибо тебе, Дани, за то, что проявил такую инициативу, связался с нами. Мы очень благодарны мы очень благодарны вам, подписчикам, нашим друзьям, которые пишут со всей России. Многие пишут, находясь там в Европе, в Америке. Нас это очень радует. Мы видим, что мы нужны, и мы будем продолжать делать контент, становиться лучше. У нас очень много планов, и мы будем стремиться к качеству. Большое вам спасибо. Всем пока. У меня обращение к подписчикам. Люди, которые смотрят этот влог, подписывайтесь на инстаграмы, подписывайтесь на YouTube каналы, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям. Все-таки дело хорошее, продвижение молодежи. И отдельное обращение к Алине Загитовой. Алина Загитова, ты достояние республики, и было бы неплохо, даже неплохо, мы тебя просим и ждем в Казани на чаепитие. Всем спасибо, до свидания.